Это обзор экономических событий, в студии Иван Лазаренко. Министерство труда и социальной защиты решило изменить порядок выплаты россиянам пособия по безработице. Согласно действующему порядку, пособие начисляется с первого дня признания гражданина безработным. Однако в некоторых случаях, например, при увольнении в связи с ликвидацией, за безработным на некоторое время сохраняется средняя заработная плата по последнему месту работы. Выплаты же начисляют по окончании этого периода. Кроме того, пособие не выплачивается, в частности, во время отпуска по беременности и родам, призыва на военные сборы. Указанные периоды также не должны засчитываться в период выплаты пособия по безработице. В январе правительство России приняло решение сохранить размер максимального и минимального пособия по безработице на прежнем уровне. Так, в 2021 году размер максимального пособия составляет 12 130 рублей, минимальное пособие – 1500. Масштабирование государственного вмешательства в торговлю, в том числе в ценообразование, не планируется, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он подчеркнул, что Минпромторг выступает за максимальное сохранение рыночных механизмов. Министр напомнил, что в декабре Минпромторг, Минсельхоз, торговые сети и производители продовольствия заключили соглашение, зафиксировав в них предельные цены на два продукта – сахар и масло, по которым цены в прошлом году выросли больше всего. По соглашениям сахар не может продаваться в рознице дороже 46 рублей за килограмм, а подсолнечное масло дороже 110 рублей за 1 литр. Прекращение мер поддержки, введенных в 2020 году, может обострить проблему бедности. Об этом заявили в Счетной палате. По данным ведомства, несмотря на широкий комплекс мер поддержки нуждающегося населения, за 9 месяцев 2020 года количество граждан России с доходами ниже прожиточного минимума выросло до 19 миллионов 600 тысяч человек. Уровень бедности до 13,5% против 12,6% в первом квартале 2020 года. Президент России Владимир Путин обнародовал аналогичную цифру, заявив, что за чертой бедности живут 13,5 граждан России. Он отметил, что к 2030 году власти планируют снизить этот показатель до 6,5%. Также Путин признал, что даже такое количество плохо, однако пояснил, что приходится исходить из реалий. Льготную ипотеку под 6,5% годовых пора сворачивать, так считают в Центробанке. Регулятор видит избыточные риски в продолжении этой льготной программы. На рынке может надуться опасный пузырь, а сама ипотека перестает нести социальную направленность. Отмечается, что обеспеченные россияне используют покупку недвижимости как один из каналов вложения сбережений, что стало особенно привлекательно при снижении кредитных ставок. Программу можно продлить, считают в Центробанке, но лишь в тех регионах, в которых наблюдается более сложная ситуация на рынке жилья и где такая программа будет необходима. Эксперты высказались за идею отменить в России форму собственности индивидуальный предприниматель, сохранив только самозанятых и юридических лиц. По словам уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей, индивидуальное предпринимательство имеет некую нелогичность в вопросе вывода финансов. Эксперты ссылаются на то, что в компаниях разделение финансовой ответственности – есть деньги компании, а есть личные деньги. Это разные два кошелька. У индивидуального предпринимателя все вместе, и он не платит никаких налогов, когда, например, выводит эти деньги на потребление. По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на 10 января в России зарегистрировано свыше 3 миллионов 300 тысяч индивидуальных предпринимателей и почти 2,5 миллиона юридических лиц. К этому часу у меня пока вся информация.